Девочки, если вы находитесь в декретном отпуске, сидите с грудничком и не можете выйти в -50 на улицу, чтобы подать уведомление о планируемом строительстве, мы вам расскажем несколько полезных советов. Как, не выходя из дома, подать заявку через портал е-Якутия на уведомление о планируемом строительстве. Пользуйтесь на здоровье, рады быть полезными. Как получить уведомление о планируемом строительстве? Раньше по-старому он назывался разрешение на строительство, а по-новому он называется уведомление о планируемом строительстве. Для чего он нужен? Он нужен, если вы строитесь через ипотечный продукт. Все банки России просят на сегодняшний день данный документ. Его можно заказать на портале е-Якутия. На портале е-Якутия. Открываете свой компьютер, тоже никуда в -50 ходить не надо, можете все это дома сделать. Портал е-Якутия открыли, нажимаете. Пишите в поисковике уведомление о планируемом строительстве. Так, уведомление о планируемом строительстве, да? Так, и тут нужно выбрать уведомление о планируемом строительстве. Так, Якутск. Так, уведомление о планируемом строительстве. И тут выходит Ленский район, Аймекёнский, Ленский. Вы выбираете окружная администрация города Якутска. Тут уведомление об окончании, а нам надо уведомление о планируемом строительстве. Нажимаете на него. Прием уведомления о планируемом строительстве. Нажимаете получить услугу. И вот видите, срок выполнения услуги 7 рабочих дней плюс 2 выходных, то есть 1,5 недели у вас уйдет на оформление уведомления. Да? Если у вас ипотечный продукт выдается на 3 месяца, то 9 рабочих дней у вас уйдет вот на один этот документ. Получить услугу нажимаете. Так, создать новое заявление. Начать уведомление о направлении уведомления о планируемом строительстве. Заявитель. Допустим, тут с госуслуг ваши паспортные данные уже есть. Вы нажимаете верно. Номер телефона тоже верно нажимаете. Почту тоже верно нажимаете. Адрес верно нажимаете. Далее, какая цель подачи уведомлений? Выбираете строительство, право зарегистрировано в ЕГРН, нажимаете, что у вас зарегистрировано, пишите кадастровый номер участка 14 35 112 003, двоеточие 26, двоеточие, допустим, 16.029. Нажали. Адрес земельного участка пишите с ХПК Хатасский. Вот он вышел. Выбрали его. И если программа не находит, вы копируете. Так, скопировали. Ввести местоположение вручную и туда вставляете, если программа не нашла, вы вручную вставляете адрес. Далее нажимаете кнопку «Далее».
и сведения о виде разрешенного использования земельного участка. Выбирайте для индивидуального жилищного строительства. Выбрали, нажали «Далее». Наименование документа, выписка ЕГРН. Номер можете БН сделать без номера. И дату выдачи выписку ЕГРН. Допустим, 12.03.23, да? Ну, 22 сегодня уже 23. 22 поле не может быть пустым. Так, выбрали дату выписки. В выписке в верхнем левом углу будет дата выдачи, да? Нажимаете «Далее». Сколько правообладателей у земельного участка? Если один, то нажимаете «1». Если вы с супругом, нажимаете «более одного», пишите фамилию супруга, и все. Допустим, я сейчас выберу 1. Вид разрешенного использования объекта. Объект индивидуального жилищного строительства. Нажимаете галку. Количество этажей 1. Высота объекта 7 метров, если он одноэтажный. Если двухэтажный, 9 метров. Да? Сведения об отступах. Пишите север, допустим, 5 метров. Юг. Пишите 6 метров. Так. Угу. 6 метров написали. Отступы от соседей должны быть не менее 3 метров. Запад, допустим, там 15 метров, да? Это по ситуационному плану, который может сделать наш архитектор, да? Так, запад, восток, допустим, тоже 18 метров, да? Написали площадь застройки. Площадь застройки нужно указывать только основание фундамента. Некоторые здесь ошибаются, пишут всю площадь двухэтажного дома. Допустим, если дом 8 на 8, 2 этажа, пишут 128 квадратов. А надо только площадь фундамента 64. 8 на 8 это 64 квадратных метров. Так, далее ставите «Подтверждаю сведения», нажимаете «Далее». Так, строительство проводится на территории исторического поселения, не на территории исторического поселения. Выбираете. Требуется отклонение от предельных параметров. Что это такое? Иногда бывает, что у человека красная линия проходит вдоль участка или косо по участку, да, тогда дом иногда не могут уместить. Тогда пишут, что требуется отклонение от предельных параметров. То есть мы не можем отойти там 3-5 метров, потому что узкий участок, потому что на участке уже есть старые постройки. Тогда требуется отклонение от предельных параметров получить. Нажимаете второе. Если не требуется у вас чистый прямоугольный красивый участок, нажимаете первую. Отклонение не требуется. Далее, имеется ли пересечение границ застраиваемого участка с границами зон, которые подлежат дополнительному согласованию. Пересечения отсутствуют, пишите, или пересечения имеются. Но в основном новые участки пересечения отсутствуют. Иногда бывает, что от высоковольтного столба бывают красные линии, либо зона аэронавигации, какой-то воздушный коридор, тогда требуется справка с Росавиации, что они не воспрепятствуют строению жилого дома. Либо какие-то санитарно-охранные зоны от водоемов могут быть, лесоохранные зоны, газоохранные зоны, тогда требуются справки соответствующих организаций, да, либо Сахатранснефтегаза, либо с Росавиации, либо с лесоохраны и так далее. Но мы напишем пересечение отсутствует. Почему? Потому что по дальневосточной ипотеке, которую у нас стартовал, требования банка — это чистый участок без построек. Поэтому мы нажимаем «Пересечение отсутствует».
нажали. Далее пример схематичного изображения планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Значит, я сделала заготовки заранее. Да, покажу, как выглядит схема. Так, схема. Так, схема у нас выглядит. Уведомление о планируемом строительстве. Вот, допустим, схема. Схема, она выглядит так. Наш архитектор строительной компании «Шишкин дом» вам сделает вот такую красивую схему. Мы уже поставим планируемый дом на участке, замерим длину, ширину участка, учтем стороны света, запад, север, юг, восток. Определим пятно застройки, сколько будет метров за домом, сколько будет метров впереди дома. Но тут вот видите, красная линия проходит. Это красная линия от высоковольтной линии. Наши архитекторы строительной компании «Шишкин дом» могут заранее посмотреть красные линии и с учетом красных линий вам поставить дом и гараж, чтобы вот уведомление через 9 дней к вам пришло положительное. Да? Если вы неправильно отправите, 9 дней драгоценных на смарку могут быть. Да? Поэтому вот эту схему мы прикрепляем. Так, эту схему мы прикрепляем на сайте Якутсэнерго. Прикрепили, нажимаем «Далее». Здесь мы выбираем, пишем Якутск, название подразделения, да, куда мы отправляем нашу заявку. То есть через госуслуги можно отправлять заявки в разные районы города, да, республики. Нажимаем «Выбрать», департамент градостроительства города Якутска. И способ получения результата. Так, подать заявление нажимаете. Электронный результат предоставления услуги будет предоставлен в ваш личный кабинет. Это очень удобно. Тоже никуда не нужно ходить. Все это можете сделать через компьютер. Подать заявление. Подать заявление. Отправляете, и через 7 рабочих дней уведомление о соответствии планируемом строительстве. Вот у вас приходит заявка с номером присвоенным, да, направление уведомления о планируемом строительстве, да, и дальше к вам придет уже через 9 дней, что услуга оказана, допустим. Вот она, услуга оказана, вот такое заявление придет, открываете и скачиваете PDF-файл, который требуют все банки. Вот этот документ, он будет выглядеть соответствующим образом. Департамент градостроительства, уведомление о соответствии указанных, уведомление о планируемом строительстве и реконструкции на земельном участке. Тут у вас будет адрес участка, кадастровый номер участка. С этим документом вы можете строиться через любой банк. Мы аккредитованы в Сбербанке, Алмаз-Эргенбанке, Россельхозбанке. При наличии этого документа вы сможете воспользоваться льготной ипотекой. Пользуйтесь на здоровье. Рада была быть полезной. Всех благодарю за внимание. Приходите в строительную компанию «Шишкин дом» строиться. Ждем вас.
Спасибо за просмотр нашей видеоинструкции. Заходите, смотрите наш YouTube канал, приходите, стройтесь у нас, мы вас ждем. Всегда рады помочь.